Шановне господарство, вітаю вас на черговій сустрэчы размов пра адукацыю. І сёння я рада вітаць нашу госцю Наталью Шаўчэнка-Саўлакову. Яна менеджерка праекта WorldSkills у Беларусі і таксама кіраўніца аддзела міжнароднага супрацоўніцтва Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі. Добрый дзень. Добрый дзень. Здаецца, калі размаўляеш пра адукацыю, усе разумеюць, што хутчэй за ўсё справа ідзе пра агульную адукацыю ці пра вышэйшую. І вось, напрыклад, прафесійная адукацыя, яна заўсёды такая па-за межамі увагі. І пэўна, мала хто ведае пра адзін з такіх буйных міжнародных праектаў, пра WorldSkills. І магу я вас папрасіць крыху распавесці, што гэта, як гэта адбываецца ў Беларусі, некалькі слоў. Да, спасибо, что вообще позвали на эту встречу. Мне очень приятно сегодня рассказывать о том, что происходит в Беларуси. В 2014 году Беларусь присоединилась к международному движению WorldSkills, целью которого является популяризация профессионального образования, развитие стандартов подготовки профессиональных кадров. И одним из таких и самых ярких мероприятий, которые проходят в рамках этого движения, это международный конкурс профессионального мастерства, который на данный момент объединяет 85 стран мира. Этот конкурс обычно проходит раз в 2 года. Его можно сравнить с Олимпиадой, как в спорте, да? То есть когда все страны съезжаются показывать свои высшие достижения. Так вот, конкурс WorldSkills — это конкурс высших достижений в профессиональном образовании. На этом конкурсе соревнуются молодые профессионалы. Это могут быть учащиеся разных уровней образования, так как все страны обучают профессиям на разных уровнях, в разных учреждениях образования. Единственным критерием на конкурсе является возраст участников. Это конкурс молодых профессионалов. И обычно на мировом чемпионате это возраст до 22 лет. Есть специальности высокотехнологичные, там возраст до 25 лет участников. И чтобы представить вообще, как проходит чемпионат, надо сказать о 6 направлениях, в которых вообще соревнуются участники. Это промышленность, строительство, транспорт и логистика, это творческие услуги, социальные услуги и IT-сектор. Последний чемпионат, который проходил в России, принимала Казань в 2019 году. Там было представлено 56 профессий. По каждой из профессий страна имеет право заявить одного участника. Каждая страна определяется с количеством профессий, по которым выступает, и, соответственно, формирует команду и направляет команду на эти соревнования. Поэтому это такой большой международный форум, который охватывает все континенты, кроме Антарктиды. Туда приезжают команды, которые участвуют, какие-то страны участвуют по 2 компетенциям, некоторые страны представляют команду по всем 56 профессиям. Беларусь участвовала в последнем чемпионате по 33 профессиям. И это движение, которое вовлекает учреждения образования, социальных партнеров, организации заказчики кадров, которые готовят специалистов. Скажем так, это конкурс, который позволяет узнать, понять, какие специалисты нужны рынку труда, по каким квалификациям, какие технологии применяются при подготовке этих специалистов. И с каждого конкурса мы, скажем так, выносим опыт не только конкурсного участия, не только не соревновательную часть, но и выносим опыт по пониманию того, какой специалист нужен, какой квалификации, как его готовить в учреждении образования. И, соответственно, этот опыт мы вносим в содержание профессионального образования. Здесь тоже есть разные траектории. Это и открытие новых специальностей, квалификаций, которых раньше не было, например, в республике. Это, у нас есть таких несколько примеров ярких, которые за последние несколько лет. Например, сухое строительство.
ну, чтобы было понятнее, это работа с гипсокартоном. Да? Все мы знаем, у многих в квартирах есть гипсокартонные конструкции, в офисах, домах, но не было подготовки целенаправленной по этой квалификации в республике. Вместе с нашими партнерами, компанией КНАУФ, несколько лет назад была проделана очень большая работа. То есть были подготовлены педагоги, которые могут учить по этой квалификации. Были разработаны стандарт, то есть чему учить. Была введена вообще эта квалификация в классификатор, чтобы можно было не только обучать, но и трудоустраивать таких специалистов, ну, чтобы работодатель мог принять специалиста, да, то есть с такой квалификацией. И то есть был запущен механизм подготовки кадров по сухому строительству. И это было старт как раз-таки, да, на конкурсе WorldSkills Беларусь. Сначала прошли соревнования, потом, как я уже сказала, прошел весь процесс до подготовки этих специалистов. И сейчас в республике есть целый ряд учреждений образования, которые выпускают специалистов по этой квалификации. По похожему пути прошла профессия визуальный мерчендайзинг. Ее тоже открыли после того, как провели конкурс в Беларуси. Сейчас похожий путь переживают такие квалификации. Они в рамках движения WorldSkills вынесены вообще как профессии будущего или future skills. Технологии проектирования зданий или BIM-технологии. Это то, что уже есть в производстве, то есть инженерные институты используют эти технологии. Но сейчас речь идет о том, как подготовить специалистов, которые могут этим пользоваться. Это компетенция промышленный дизайн. Это компетенция квантовые технологии, да, уже квантовые компьютеры появляются. Соответственно, WorldSkills — это как такая лакмусовая бумажка того, какие новые профессии, новые вообще направления появляются в мире. И это позволяет странам анализировать, как же подготовка идет по этим специальностям внутри страны, и, соответственно, обновлять содержание, вносить новые профессии, развивать подготовку кадров по этим профессиям. Можна задам такое популістське питання. Заўсёды, калі ёсць конкурс, хочется запытать, ну як там наши? Да? Наши хорошо, потому что и есть страны, которые в этом движении с начала его зарождения, вообще движение WorldSkills родилось в Европе в 1946 году, в послевоенное время, когда нужно было готовить рабочие кадры, не хватало специалистов рабочих, и, соответственно, этот конкурс был как такой мотиватор, как источник вот популяризации. Мы вступили в это движение, как я уже сказала, в 2014 году. На счету Республики Беларусь 3 международных олимпиады, чемпионата и достаточно большое количество так называемых национальных чемпионатов, которые проходили в разных странах. И в Китае, в России, в Финляндии, в Арабских Эмиратах. Это те страны, где Республика Беларусь принимала участие. Можете патлумачыць, вот ёсць такі вялікі WorldSkills чэмпіянат, ён праводзіцца там раз на 2 гады ў розных краінах. А ёсць яшчэ такія нацыянальныя. Есть региональные чемпионаты, например, WorldSkills Европа, WorldSkills Евразия. И Беларусь входит, кстати, в сообщество WorldSkills Евразия. Это чемпионаты, которые проводятся между Казахстаном, Россией, Белоруссией. Туда присоединился Узбекистан. То есть такое региональное есть. Есть WorldSkills Америка, WorldSkills Океания. Да? То есть когда такие соревнования проходят в разных регионах планеты. Есть национальные чемпионаты, то есть каждая страна проводит свой внутренний конкурс, отбирает своих лучших представителей, чтобы отправить уже на международные соревнования, но при проведении национальных чемпионатов очень часто приглашают еще участников, вне конкурса из других стран. Так и мы на свои чемпионаты, которые проходят в республике, приглашаем наших соседей из России, Казахстана. У нас были участники из Финляндии. То есть мы
мы как бы открыты, да, в этом отношении в том числе. Поэтому, начиная с таких локальных чемпионатов, идет отбор, идет система подготовки команд, и как бы самым таким уже апогеем становится международный чемпионат. Следующий такой конкурс состоится в 2022 году в Китае. Шанхай ждет и ждет с нетерпением, потому что они готовились принять этот чемпионат в 2021 году, но в связи с пандемией перенесли на год этот конкурс. Вот, поэтому мероприятий в рамках движения WorldSkills на самом деле проходит достаточно много, и в разных странах бывают и разные линейки чемпионатов, то есть по принципу движения WorldSkills проходят межвузовские чемпионаты, чемпионаты среди уже состоявшихся профессионалов, среди корпораций, есть чемпионаты даже для людей старшего возраста, да, WorldSkills 50+, то есть и такое есть движение. И Беларусь так само? Беларусь принимала участие в чемпионатах среди предприятий, да, WorldSkills High-Tech, принимала участие в межвузовском российском чемпионате, в классической, да, для молодых профессионалов, вот в возрастной категории до 22 лет. Есть еще одно движение, тоже, которое родилось из WorldSkills, это конкурсы для юных WorldSkills Junior, и у нас в Беларуси есть тоже это движение представлено, когда соревнуются дети и школьники. Они на кружках технического творчества, на вот этих дополнительных курсах изучают мобильную робототехнику, швейное дело, парикмахерское дело, управление беспилотниками. И даже среди ребят от 10 до 17 лет, среди школьников тоже проходят конкурсы. То есть это такое вообще разнообразие, достаточно большое, широкая палитра. Вось тыя настаўнікі, якія ў школах рыхтуюць да Junior Skills, гэта хутчэй за ўсё настаўнікі інфарматыкі ці тэхналогіі, хто гэта звычайна? Ці ўвогуле не настаўнікі? Чаще всего в это движение вовлечены не сами школы, а учреждения дополнительного образования. То есть это секции технического творчества. В республике как бы головным офисом или главной организацией, которая развивает движение Junior Skills, это Республиканский центр инновационного технического творчества детей и молодежи. И, соответственно, они вот включают педагогов дополнительного образования, ну, в большей степени. Хотя есть, конечно, представители и, как вы сказали, учителя информатики, да, которые находят талантливых ребят, которые с ними занимаются, ну, как бы за рамками школьной программы, потому что, несмотря на то, что это юниоры, у них очень технологичные компетенции. Там мобильная робототехника, дизайн, как я сказала, беспилотники. Это то, в чем юниоры как раз-таки наши як становятся. можна далучыцца, то бок наколькі гэта такі адкрыты рух? Я вось, напрыклад, сяджу у такой невялікай школе ў малым горадзе, хочу нешта зрабіць, вось як увогуле ўвайсці ў ўсё гэта? Если мы говорим о школьном движении, то вы можете отслеживать информацию как раз-таки на сайте Республиканского центра инновационного технического творчества. И обычно в год проведения соревнований в республике объявляется конкурс в регионах, потому что все конкурсы, которые проходят в республике, они имеют отборы на уровне региональных представительств. А дальше уже проходит такой республиканский финал, который собирает лучших представителей из регионов в Минске. То же самое касается конкурсов WorldSkills вот, ну, как бы нашей возрастной категории. Сначала, когда мы объявляем конкурс, проходят отборы в колледжах, в лицеях, в вузах. Потом проходят региональные отборы, каждый регион проводит соревнования. И уже мы, как, ну, как бы главная организация, да, организатор республиканских соревнований, уже собираем заявки от регионов на финал. Поэтому, чтобы узнать, ну, либо обращайтесь в наш институт, да, чтобы узнать как бы порядок, да, когда будут, в какие периоды проходить эти соревнования, либо вот в Республиканский центр инновационного технического творчества, это, скажем, в части юниорских соревнований от 10 до 17 лет.
Ёсць яшчэ такое, што калі WorldSkills пачынаўся ў Беларусі, адным з такіх, на мой погляд, лозунгаў было пра тое, што гэта можа неяк павысіць прывабнасць прафесійнай адукацыі. Як вы лічыце, ці атрымалася гэта хаця б часткова зрабіць за гэты час і як гэта адбываецца? Я думаю, что да, мы постепенно достигаем этой цели, да, относительно привлекательности профессионального образования для молодежи. В чем, несколько тут моментов есть. Первое, мы, обновляя содержание профессий, создавая очень хорошую материальную базу по профессиям, конечно, скажем так, повышая квалификацию педагогов, мы показываем тот уровень, который может получить специалист в колледже, в лицее. И те колледжи, лицеи, которые активно в движении WorldSkills, они говорят, что у них повысились даже наборы, да, то есть количество заявок от абитуриентов, которые приходят в их колледжи и лицеи. То есть что видит абитуриент? Он может прийти на день открытых дверей и увидеть, что в колледже, где автослесари учатся, да, стоит гибридный двигатель, электромобиль, есть 3D-очки, с помощью которых он может разбирать, собирать двигатель, есть новое оборудование, новые автомобили. Конечно, ребят это привлекает, да, потому что здесь то, что востребовано. Создаются базы. Например, такая компетенция, как мехатроника. Это связь физики, это электроника, это различные гибридные такие механизмы, которые позволяют управлять станками, управлять умными фабриками. А сейчас создана лаборатория по индустрии 4.0, то есть это вообще свежее оборудование, новое. Когда мы рассказываем об этом школьникам, будущим абитуриентам, конечно, у них загораются глаза. Когда они видят, что это не ПТУ, в наших представлениях, да, стереотипных, о том, что это специалист, который будет работать на этом оборудовании, который будет знать технологии, это на самом деле очень востребованных, а за такими, знаете, как за горячими пирожками в очередь среди работодателей выстраивается. Конечно, тогда они идут на эти специальности, их это привлекает, они понимают, что там они могут и себя реализовать, получить практический опыт и будут востребованы. Кроме того, проходит достаточно много мероприятий, таких профориентационных, где мы рассказываем и о профессиональном образовании, и о движении WorldSkills в том числе. Например, и для школьников в том числе. Сейчас мы готовим при поддержке проекта ЕС «Занятость, профессиональное обучение и образование в Беларуси». Этот проект реализуется уже несколько лет в Беларуси. Вот именно в рамках проекта проходит целая серия мероприятий для школьников, для абитуриентов, которые рассказывают о возможностях профессионального образования. Мы сейчас подготовили интересную серию социальной рекламы, да, о том, как изменились профессии. И как раз-таки лицами, героями этой рекламы будут участники прежних сезонов движения WorldSkills. Мы рассказываем и делаем серии интервью, приглашаем в колледжи, делаем открытые, да, дни открытых дверей в учреждениях образования, в колледже, для того, чтобы большее количество людей, ребят узнавало о профобразовании, о конкурсе. И каждый чемпионат WorldSkills, который проходит в республике, мы приглашаем школьников, они приезжают на конкурсные площадки. Для них работают волонтеры, которые рассказывают о профессиях. Они могут там некоторые моменты попробовать руками сделать. Да? Они видят, как соревнуются конкурсанты. То есть они посещают церемонию открытия, закрытия. Это всегда проходит такое, очень ярко, празднично. То есть мы вовлекаем, стараемся вовлекать школьников в том числе в такие мероприятия. И это проходит не только в Минске, но и в регионах, когда
Яркий пример прошлого сезона. Брестская область провела свой региональный отбор WorldSkills тоже на одной площадке. То есть обычно регионы проводят конкурсы на нескольких площадках, в нескольких учреждениях образования, а Брест собрал на одной площадке в Барановичах все профессии и, конечно, всех школьников, которые учатся в городе, в окрестных школах. Они привлекали, показывали, рассказывали о том, какие есть специальности, о том, как они востребованы, о том, на каком оборудовании, на каких технологиях сейчас происходит обучение. И мы видим, отклик и от ребят, у них, на самом деле загораются глаза, и им хочется, да, то есть они видят, что это можно сделать руками. Зноў такое папулісцкае пытанне. Вы казалі пра тое, што гібрыдныя рухавікі ў коледжах з'яўляюцца. Хто ўсё за гэта плаціць, да? Гэта ж каштуе шмат грошай. Здесь мы, конечно, привлекаем разные источники. Во-первых, в республике на протяжении уже нескольких лет реализуется конкретная государственная программа по развитию сети ресурсных центров. То есть каждый год отбирается несколько учреждений образования, которые составляют такой проект, скажем так, по открытию ресурсного центра. Ресурсный центр — это центр, где концентрируется самое лучшее оборудование по специальности, где материалы, оборудование, если мы говорим, например, о токарной, фрезерной машиностроении, то есть это станки, это программное обеспечение, то есть то новинки, да, которые есть на рынке, и за счет государственного финансирования оснащаются такие ресурсные центры. Это один из источников. Второй источник — это различные проектные мероприятия, и в том числе тот проект, который я назвали, при поддержке ЕС, тоже реализовывалось достаточно много закупок и оснащения наших учреждений образования. Так, например, была создана лаборатория по индустрии 4.0, то есть это умная фабрика. Это фабрика, где работают роботы. И это уровень как раз-таки профессионального образования. То есть это не вузовский уровень, да, настройка программирования роботов, настройка различных конвейеров. То есть приходишь в лабораторию, попадаешь такой, знаете, технопарк. Да, технопарк на самом деле. Плюс тоже в рамках проекта было достаточно много оснащено. В республике существует и работает экотехнопарк на базе Волмы. Он направлен на технологии в области энергосбережения, возобновляемых источников энергии, энергопотребления. И там созданы лаборатории тоже новейшие по солнечной, ветровой энергии, по ее переработке. И основной принцип, идея, по которой создаются и работают такие ресурсные центры, о том, что там обучаются не только студенты этого учреждения образования, условно, не только студенты этого конкретного колледжа, но в сетевой форме туда приезжают группы из других учреждений, из других регионов. Даже могут приезжать студенты вузов, получать какой-то практический навык в колледже. А просто такие дорослые, які хочуць навучыцца, можа прыйсці? Конечно, есть курсы, которые организуются для уже работающих, и есть даже заказы от предприятий на переподготовку, повышение квалификации своих сотрудников. Поэтому сейчас колледж, и вообще под колледжами я понимаю в широком смысле слова, потому что сейчас в новом законе об образовании мы все перейдем, да, то есть наша система профобразования перейдет на общее название колледжа, и лицей, и профтех, и как-то то, что было принято, да, называть профессионально-техническими или техниками, это все будет под одним названием колледжа. Так вот, в такие колледжи сейчас они работают как многофункциональные учреждения образования, то есть они готовят студентов, они организуют обучение, стажировки студентов вузов, они готовят взрослое население, как безработных переподготавливают, так и работающие, да, из предприятий, организаций могут приезжать и проходить
проходить там повышение квалификации. Также эти колледжи являются такой, скажем так, площадкой для выработки, скажем так, новых подходов в обучении, для обновления содержания, для разработки вообще нормативов по обучению по конкретным квалификациям. Поэтому здесь достаточно большая работа, и тоже в эту работу еще включаются и партнеры, которые заинтересованы, чтобы на их оборудовании, которые приходят на рынок, да, то есть на их технологиях могли работать конкретные специалисты, могли быть это оборудование могли настраивать, программировать, сопровождать работу. Соответственно, партнеры заинтересованы в том числе, чтобы мы готовили кадры для них. А быў такі досвед, калі абсталяванне просто бесплатно ці дарыць, ці... Есть примеры, когда, скажем так, это такие партнерские программы, когда, например, оборудует какая-то фирма лабораторию. Да, например, у нас есть пример, когда оборудована лаборатория по штукатурным, там, лакокрасочным работам, да, и компания предоставляет все оборудование для этой лаборатории, но, опять же, в такую лабораторию обучаются не только учащиеся этого колледжа, но и привлекают с предприятий, организаций, и там проходит обучение широкого круга специалистов, которые должны изучить эти технологии. Поэтому, конечно, есть и такие кооперации. Вы зараз модно казаць, напрыклад, індустрыя 4.0, ВНУ 3.0. Вось як вы бачыце колледж, я не ведаю, 3.0, 4.0, вось, колледж будучыні? Колледж будущего, не знаю, как в цифровом, да, его назвать, но на самом деле есть несколько колледжей, несколько учреждений образования, которые, мне кажется, уже можно назвать колледжами будущего. И когда мы сравниваем, выезжаем в соседние страны, в Россию, Украину, в Казахстан, Узбекистан, даже в Польшу, мы понимаем, что у нас есть те колледжи, которые оснащены, на самом деле, вот прям по последнему слову, да, техники. Но любой колледж — это не только оснащение. То есть, если просто поставить условно железо, как мы это называем, да, этого будет недостаточно для того, чтобы подготавливать кадры. Колледж будущего — это тот, кто постоянно развивает своих педагогов, который вкладывается в стажировку педагогов, который помогает им обучаться, осваивать самые технологии. Мастера производственного обучения, которые учат практической работе, невозможно, скажем так, говорить о хорошей подготовке, если мастер сам не знаком с этими технологиями. Поэтому колледж будущего — это не только оснащение материальное, это прежде всего его педагоги, это кадры, которые могут этому научить. И мы тоже как институт и как тот центр, который оказывает методическое сопровождение учреждения профессионального образования, ставим перед собой вот эти цели по повышению квалификации педагогических кадров, по развитию их коммуникации с международным профессиональным сообществом, потому что это большой обмен опытом. И, конечно, то есть это тот ресурс, которым как раз-таки обладает система профессионального образования. Такая, магчыма, вельмі такая агульная, грубая статыстыка. Вось на ваш погляд, якая колькасць установаў адукацыі, напрыклад, прафесійнай адукацыі удзельнічаюць у WorldSkills, і колькі з іх такія актыўныя удзельнікі, а колькі такія хутчэй фармалёвыя з вашага пункту гледжання? Если, скажем так, сказать, что у нас в республике порядка 300 учреждений профессионального технического и среднеспециального образования, то, наверное, 50% уже, это очень так приблизительно, да, 50%, я думаю, что уже включены в движение WorldSkills, то есть они проводят либо свои отборы на базе учреждений, либо участвуют в региональных отборах, и есть, конечно, тот пул, который, например, участвовал в финале республиканского конкурса, но финал не может вобрать всех желающих, да, то есть это все такая история отборов. Вот. Но с каждым годом таких учреждений становится больше, и прежде всего количество связано с количеством и направлением специальностей. Мы, например, в этом году, в 2020 году, проводя республиканский конкурс, провели конкурс по 47
направлениям, ну, как бы специальностям, но в республике их гораздо больше. То есть охватить просто все специальности, все профессии, ну, А які гэта парадак лічбу, там 1000, 2000? Это, ну, в республике готовится на этих уровнях, ну, несколько сотен специальностей, и мы, допустим, не охватываем специальности в рамках там, лесного, да, хозяйства, в рамках сельского хозяйства, то есть направления сельского хозяйства у нас представлены только две специальности — это агрономия и эксплуатация сельскохозяйственных машин. А целый пул, который сопровождает эти специальности, ну, они на конкурсе просто не представлены. Даже сфера строительства, она ограничена там 10 квалификациями, а на самом деле их гораздо больше именно в этой сфере. Поэтому конкурс, он старается каждый год как бы привлекать большее количество специальностей, но есть те отрасли, которые еще, ну, скажем так, не охвачены, да. Хотя, ну, только за этот месяц было в наш институт 2 звонка от разных учреждений образования, которые говорят: а мы хотим еще вот эту специальность предложить, а давайте авиационное направление откроем. А вчера был звонок и говорят: а давайте откроем там еще одну специальность в IT-секторе. То есть есть интерес, есть заинтересованность, хотят включаться. Причем даже на республиканском конкурсе мы несколько профессий включили, которые мы понимаем, что они важны для Беларуси, но их нет на международных конкурсах. Например, у нас есть соревнования для учителей дошкольного образования и начальных классов. Да? То есть вот конкурс даже среди них проходит. В этом году колледжи, педагогические колледжи Беларуси, они еще проводят свой внутренний чемпионат по стандартам WorldSkills среди педагогов по музыкальному направлению, то есть педагог, вот, музыкант, да, то есть конкурс, на самом деле, мне иногда кажется, он начинает, ну, скажем так, стимулирует и начинает проявляться там, где мы даже не планировали, да, мы не планировали. И много инициатив, которые были поддержаны. Так, например, там 3 года назад мы поддержали инициативу по включению в конкурсную программу компетенций для ребят с особенностями слуха. То есть это было вот 2 чемпионата назад. В этом году уже принимали участие ребята и с особенностями зрения, с особенностями физического, да, развития, ребята-колясочники. То есть мы расширяем рамку инклюзивных компетенций, по которым проходят соревнования. Ну, скажем так, в этом году мы заняли самую большую выставочную площадку. Даже уже не в Минске, а рядом с Минском. Это был выставочный комплекс «Великий камень». Если мы разрастаемся, я уже не знаю, где проводить конкурс в следующий раз. У нас уже не хватает площадей. Профессийный захоп в простору. Да, мы уже даже переходим по некоторым компетенциям в онлайн, потому что сложно оснастить и, ну, на выставочной площадке, например, оборудовать мастерскую для кузовных работ, да, то есть для работы там, со сварочными аппаратами. То есть мы уже выходим за рамки какой-то выставочной площади, проводим некоторые компетенции на онлайн, но как-то с каждым годом прирастаем. Ёсць пытанне ў чаце, ці можа школа стаць рэсурсным цэнтрам? І калі так, то што для гэтага рабіць? Ну, программа ресурсных центров, она вот ориентирована на профессиональные, да, учреждения образования. И, скажем так, они направлены на подготовку именно, ну, уже работающих, да, на трудовых кадров. Школа тоже внедряет сейчас трудовое обучение и ну, и профессиональную подготовку школьников. Сейчас в 10-11 классах ребята могут получить первую квалификацию, да, то есть первую свою профессию. И, конечно, ну, как бы хорошо, когда в школе есть база тоже по подготовке, да, по специальностям, но она страна небольшая на самом деле. И экономнее, ну, то есть по этому пути идут большинство стран, когда ресурсы концентрируются, ну, как бы в каком-то месте и предоставляется доступ к этим ресурсам. Поэтому в каждом регионе, в каждом городе практически, даже областном, региональном,
Есть учреждения профобразования, где могут приходить школьники и обучаться. Там есть подготовленные кадры, которые обучают по профессиям. Поэтому здесь надо ставить цели, да, какие мы преследуем цели. Если же мы говорим о, скажем так, под ресурсным центром понимаем оборудованный класс там, для дополнительного образования школьников там, по той же робототехнике, есть и такие примеры, когда школа открывает свои кружки, но это, наверное, немножко другое направление. Да? Насамрэч, здаецца, гэта не про WorldSkills, да, але это... ёсць направление STEM-классу. Да, они тоже есть, да, развиваются. Глядзіце, вы некалькі разоў казалі стандарты WorldSkills. Что значит працаваць по стандартах WorldSkills? Что значит стандарты? Вообще, как такового мирового стандарта по одной профессии не существует. Да? То есть вот чтобы был документ, где можно посмотреть, как готовить или какой специалист нужен во всех странах. Да? Каждая страна вырабатывает свой профессиональный стандарт по конкретной профессии, под которой идет уже подготовка. Но если мы говорим о стандартах WorldSkills, для каждого чемпионата мирового экспертное сообщество разрабатывает так называемую техническую документацию, где описывается, что должен знать и уметь специалист в той или иной профессии, какие конкурсные задания он будет выполнять и как будет оцениваться его работа. А вот это, скажем так, носит понимание стандарта WorldSkills. Основные принципы, скажем так, что отличает вот конкурсы WorldSkills, это то, что у специалиста проверяется именно его практический навык. Если мы говорим о конкурсе, да, и как этот практический навык проверить, то есть это производство какого-то конкретного продукта или услуги, причем полный цикл. Один специалист должен выполнить цикл от заявки, от запроса условного заказчика, да, до итогового продукта. Так, например, если мы сухое строительство сегодня приводили в пример, то специалист, который работает в этой сфере, он должен, скажем так, прочитать чертеж, да, то есть понять, в чем заказ, да, на его работу, заказать, рассчитать материалы, которые ему потребуются, подобрать инструменты, с которыми он будет работать, выполнить полностью свою работу до чистового варианта, который он условно предъявит заказчику. То же самое визуальный мерчендайзинг. Это от проекта витрины, который разрабатывает специалист, до его воплощения, то есть до готового продукта. И как раз-таки на конкурсах оценивается весь цикл этого производства. То есть не только готовый финальный продукт, но и как проходит процесс его изготовления. То есть как человек соблюдает правила охраны труда, то есть насколько он вообще бережно относится к себе как к специалисту, насколько он бережно с точки зрения экологии, да, безотходное производство, экономное расходование материалов, то есть это тоже идет в оценку. Конечно, оценивается скорость, качество продукции произведенной, быстрота и основной принцип «покажи, что ты умеешь делать», практически, да, никто не будет проверять твои теоретических знаний, если они в отрыве от реализации, от практической реализации. А наколькі гэта верагодна, што прафесійныя установы, колледжы бяруць вось гэтыя мадэлі для сваіх іспытаў, ці пакуль што праграма, якая ёсць, яна дыктуе іншыя ўмовы? Нет, вообще, опять же, в республике это реализуется, скажем так, итоговым экзаменом является квалификационная работа. Да? То есть сам принцип вот этой практической реализации, он на самом деле применяется и используется в учреждениях образования. В том числе привлекаются партнеры организаций, которые говорят о том, что необходимо для них, да? То есть какой продукт производит конкретное предприятие, и учреждение образования, выпуская учащихся, предлагает им создать этот продукт, да, как такая квалификационная работа. То есть сейчас учащиеся учреждения профобразования
выпускаясь, они как бы производят конкретную продукт, конкретную деталь, если это там станочник, если это там швея, значит, она отшивает изделия, то есть показывают практическое свое умение. И вот это очень важно, потому что работодателю важно не только там перечень дисциплин, которые он прослушал, да, и сколько часов этому было отведено. Ему важен тот специалист, который умеет произвести конкретную услугу, продукт и ее, скажем так, презентовать. Поэтому то бок вось гэтыя ітогавыя выніковыя іспыты яны ў Беларусі ўжо больш-менш па стандартах. Да. То есть это используется, тоже внедряется и на протяжении обучения, потому что даже в нормативные документы, там, типовые планы, программы, вносятся содержание тех тем, которые есть вот в этих стандартах WorldSkills. Ну и при выпускных экзаменах тоже, конечно, применяется. У мяне яшчэ такое пытанне заўсёды я думаю пра рызыкі, як не зрабіць так, каб, напрыклад, у кожным коледжы, напрыклад, ёсць тыя дзеці, якія больш матываваныя. І як зрабіць так, каб гэта мела ўплыў на большасць тых, хто навучаецца, а не толькі мы вычапілі там 3 чалавекі з розных коледжаў па Беларусі, яны там робяць красивы выгляд на міжнародным спаборніцтве, але нічога не змяняецца на месцы. Вось як для того, чтобы вовлекать большее количество, на самом деле, чтобы это проникало в подготовку как бы большего круга учащихся. Во-первых, я уже говорила, что очень важны кадры. То есть мы повышаем общий уровень квалификации самих педагогов и мастеров. Потому что если ты не знаешь технологий, ты не сможешь обучить этому учащихся, да, то есть своих же учащихся. Второй механизм — это то методическое обеспечение. То есть это вносится в программы, это носится как темы для изучения и обновляется содержание, да, то есть чему учить. И третье, чтобы было где учить, я уже говорила, это использование вот этого сетевого взаимодействия, когда не один учащийся лучший приезжает в ресурсный центр и изучает эту технологию, а обычная группа студентов в рамках практики, в рамках своего стандартного обучения, там неделя-две, приезжает в ресурсный центр и проходит обучение на новом оборудовании, на новых технологиях. То есть инструменты разные, но задача, чтобы этому обучались как можно больше, да, учащихся. Причем мы специально делали, вот если говорить о конкурсном движении, в республике разработана эта система трехуровневых прохождения конкурса для того, чтобы на базе учреждения образования как можно больше своих же студентов охватить этим конкурсом. Да, пускай ты не придешь на республику, но ты даже в рамках своего учреждения образования, в рамках своего региона можешь достигать, добиваться, показывать свои умения. Поэтому инструменты разные используются для того, чтобы на самом деле, как вы говорите, большее число вовлечь учащихся в этот працэс. Яшчэ у мяне ёсць такое адчуванне рызыкі, што зараз нават тое, што лічыцца прафесійна-тэхнічным ці сярэднеспецыяльнай адукацыяй, што яна ўсё больш і больш інтэлектуалізуецца. То бок, напрыклад, праца з абсталяваннем сучасным, яна патрабуе нейкага паразумення, нейкага такога ВНУшнага. А як быць тым, хто не вельмі хоча і не вельмі здольны шмат працаваць у гэтай інтэлектуальнай сферы? Да, есть, как бы согласна с вами, что новые технологии, они, скажем так, порой предъявляют повышенные требования. И если по некоторым специальностям, если сравнивать, скажем так, высшее образование, там, профессиональное образование, то тут граница очень такая непонятная, да, то есть где поставить вот эту точку. Есть, скажем так, то есть профессиональное образование, оно в большей степени направлено на работу все-таки практическую, да, то есть на работу руками, на практикоориентированно. И при выпуске из учреждений профобразования есть возможность получения разряда, то есть присваивается разряд по квалификации в зависимости от твоих способностей. То есть те, кто могут
глубже, лучше выполнять задания, они получают разряд там, на разряд выше, да, больше. Как бы, если ты умеешь выполнять работу на определенном уровне, значит, ты получишь в соответствии со своими способностями. Вот. Но знаете, что хочется сказать? У нас такое вот, часто бытует мнение, в школе что-то не получалось, да, там, я плохо учился, у меня плохие оценки, значит, я пойду там в лицей, профлицей, там, в колледж пойду, дабы как-то вот пересидеть, потому что вроде как я на вуз не готовлю. Но на самом деле тем же ребятам, девчатам, когда даешь в руки инструмент, они порой оживают, они совсем другого проявляются. Встречаешься, вот, например, с ребятами там, по деревообработке. Он может, да, там, по математике у него была там 3, да, как говорится в школе, но он прекрасный резчик. Он чувствует материал. Мастер говорит, у него золотые руки. И к ним просто, может быть, другой подход нужен, потому что не всегда то, что мы можем там теорию дать за партой, да, как бы ложиться на умение, знания, на желание человека. Но, может быть, ему как раз-таки нужно дать поработать руками, да, и если много специальностей, которые не завязаны на вот этих классических школьных предметах. Можно прекрасно быть парикмахером, очень творческим, видеть там структуру прически, цвета и как это будет ложиться, но не знаю, как это связано там с математикой, географией в школе, да, то есть это не значит, что ты, скажем так, для тебя закрыты, скажем так, пути, если ты там был в школе там, не отличником, да, это не значит, что ты не можешь стать очень крутым, востребованным профессионалом. Нет, здесь наоборот себя многие реализуют и находят. Причем очень часто мы сталкиваемся с тем, что выпускники вузов уже получив образование вузовские, приходят потом в колледж, лицей и говорят, я теперь хочу там сварщиком стать. То есть я понял, что я, во-первых, здесь заработаю больше, а во-вторых, я себя здесь применю лучше, да, то есть найду свое применение. Поэтому есть и опыт, когда как-то в профшколу, в профобразование приходят уже после высшего. Да, и мы обучаем таких тоже. Есть яшчэ у мяне ёсць уражанне, што школы і коледжы яны існуюць нібыта ізалявана. І як вы лічыце, ці патрэбна супраца паміж школамі і коледжамі, і калі так, то ў чым? Она, конечно, необходима, потому что эти две системы все-таки перетекающие одна в другую. И школьное образование — это база, которая дается, а на основе нее потом строится и программа обучения, да, в колледже, в лицее. И, конечно, здесь очень тесное должно быть взаимодействие. Такое взаимодействие, в том числе, да, выстраивается, если мы говорим о вот этой профессиональной подготовке школьников, которые я упоминала. То есть сейчас в школах есть классы, которые, там, специализированно изучают, да, специализированно школьные предметы. Есть классы, которые готовят ребят по профессиям. И здесь во многих школах очень тесное взаимодействие, потому что ребята в определенный школьный день приходят на базу колледжа, профлицея, и там проходят обучение, то есть они получают первую квалификацию, они знакомятся с профессией, они проходят профпробы, да, то есть нельзя сказать, что у нас вообще нету как бы контакта со школой, конечно, есть, вот, и есть мероприятия для школьников, там, открытые дни, мастер-классы, когда школьники могут прийти в учреждение профобразования, посмотреть, познакомиться с ним и так далее, но, конечно, нужно более тесное взаимодействие. Чем больше мы будем, скажем так, общаться, видеть друг друга, и вот именно я рада, что меня сегодня пригласили, потому что есть возможность пообщаться именно с аудиторией школьных педагогов, да. Я считаю, что такие встречи очень ценны, важно, чтобы мы обменивались нашим опытом, чтобы мы не замыкались в рамках только своего, скажем так, уровня образования. Вы глядите, например, я наставница, выкладаю у 8-9 класах, да, вось якія ресурсы WorldSkill, напрыклад, мне дасяжны, вось што я магу для сваіх дзяцей узяць такога, каб ім было лепей.
Мгм. Когда проходят чемпионаты, это, конечно, посещение тех площадок, где проходят конкурсы. В регионе они могут проходить, либо, если это республика, то, значит, мы всегда очень рады, когда к нам приходят школьники. И, кстати, они больше всего вопросов задают, они самые заинтересованные. Вот. Это, конечно, возможность работать вот с этими центрами дополнительного образования, которые техническое творчество — это во многом начало выбора профессии и пробы такой, да, себя. Нравится это, не нравится, что-то делаю руками. И вот многие ребята как раз-таки от этого начинают отталкиваться при выборе профессии. Вот. Есть достаточно большое число инициатив, которые проводятся в рамках и WorldSkills международные, и которые мы тоже инициировали. Это и, скажем так, рассказ о том, как я выбираю профессию. Это работа в соцсетях. Это можно посмотреть. У нас есть созданы группы в соцсетях, где участники движения WorldSkills рассказывают о том, как они пришли в профессию, как они готовятся о профессии. И, соответственно, школьникам это можно показывать, этот опыт. Есть целая серия интервью о том, как обычные ребята, которые выбрали, казалось бы, непопулярные профессии, там, не знаю, тракторист, столера или плотника, как они рассказывают увлеченно о том, чем они занимаются, да, вот, поэтому смотрите, есть много информации на сайте WorldSkills, в наших соцсетях. Я думаю, что это можно использовать и для каких-то школьных мероприятий тоже. Приглашайте участников WorldSkills, они есть во всех регионах. Ага. А як побачить, хто быў у маім рэгіёне? В регионе сейчас, например, на сайте WorldSkills есть список участников из всех регионов, победителей, да, то есть кто занял первое, второе, третье место на республиканском конкурсе, с ссылкой на учреждение образования, где он обучается. Поэтому, я думаю, что можно найти эти контакты. В каждом управлении образования региональном, конечно, есть состав команды. Да и, скажем так, придите к директору соседнего колледжа и спросите, потому что очень многие, кто готовили команды, и есть выпускники. Самые яркие ребята, которые были на мировом чемпионате, которые представляли команду на международных соревнованиях, мы достаточно много писали о них статей в прессе. И если какой-то конкретный запрос, то можно к нам обратиться, мы подскажем, где сейчас эти ребята. То есть можно организовывать встречи, они откликаются. Я думаю, что будут очень рады как раз-таки делиться своим опытом. И знаете, вот движение WorldSkills, оно, те, кто туда уже попадает, они, знаете, заряжаются эмоционально. И многие участники, которые побывали на международных чемпионатах, сейчас они выступают уже в качестве экспертов, то есть они обучают, они на республиканском конкурсе готовят задания, сопровождают сам процесс проведения конкурса. Они с удовольствием делятся этим опытом, поэтому приглашайте, мы будем только рады. Вось яшчэ такое пытанне, напрыклад, на мой погляд, яскравая асаблівасць WorldSkills, што там ацэнка работы ідзе па вельмі канкрэтных індыкатарах, Да. паказчыках і па кампетэнцыях. Да. Як вы лічыце, ці можна такі падыход больш кампетэнтнасці выкарыстоўваць як іспыт у школе, да? Калі больш праект ацэньваецца, а не канкрэтны прадмет? Интересно. Я думаю, что вообще, скажем так, сейчас востребованы люди, специалисты, которые, да, умеют работать в команде, умеют работать проектно, реализовывать какую-то идею. И школа, мне кажется, достаточно как-то привычно для нас, да, то есть есть предмет и есть там выпускной экзамен, но какие-то такие творческие работы, конечно, я думаю, что они больше побуждали бы ребят на какие-то интересные решения. Не знаю, как насчет выпускной работы в школе. Не знаю, насколько это могло бы прижиться, но для того, чтобы как раз-таки воспитывать их командную работу, коммуникацию, умение решать какие-то
проблемы, придумывать идеи, креативить. Конечно, можно брать как бы примеры, да, из того же WorldSkills для того, чтобы давать им почву для креатива, для развития. Вось ёсць такое, што ў школе шмат гавораць пра 4К кампетэнцыі 21 стагоддзя, там крэатыўнасць, калабарацыя, кааперацыя, камунікацыя. Ці тое самае ў прафесійнай адукацыі, ці ёсць нейкія дадатковыя, мабыць, крытэрыі? В этом связи очень, мне кажется, очень хорошим таким вот примером является исследование, которое было проведено в рамках движения WorldSkills в 2020 году. Эксперты из 40 стран мира провели такую форсайт-сессию, то есть попытались спрогнозировать будущее и определить, какие базовые навыки нужны специалистам вот в 20-30-х годов нашего столетия. И вышла очень хорошая публикация по итогам этого исследования, где как раз-таки определены тот спектр навыков, базовых навыков, которые нужны в разных отраслях. Там есть и эти 4К, да, коммуникация, кооперация, креативность, конечно же, но определены и такие навыки, которые для конкретной отрасли как бы характерны. Знания, например, в IT сфере это все, что связано с безопасностью, да, кибербезопасностью, безопасностью в сети и коммуникацией в сети. Это все, что связано с виртуальной реальностью, дополненной реальностью. То есть это, скажем так, становится уже базой, то есть это уже становится не какой-то там инновацией, да, в этой сфере, а это базовые знания. Очень востребованы компетенции в области анализа, обработки данных, работы с большими данными, с массивами, да, то есть об этом тоже говорится в докладе. Но если говорить о таких ключевых навыках или soft skills, да, мягких навыках, то помимо 4К мне понравилась там строчка относительно сторителлинга, да, но ее, наверное, не как рассказывание истории, а как, в принципе, навык презентации себя, презентации своей услуги, продукта. И это то, что, скажем так, нужно сейчас вообще, в принципе, современному человеку, современному специалисту, чтобы быть замеченным, быть актуальным. Соответственно, это тот навык, которому нужно учить ребенка, с дошкольного возраста. Вот. Поэтому вот если это заинтересует, я считаю, что прекрасный доклад, он звучит как навыки будущего, новая надежда, New Hope, Future Skills New Hope 2020. Есть она на английском, на русском версии, опубликована буквально недавно этот доклад, где как раз-таки вот все базовые навыки описаны. А вось яшчэ такое пытанне, адно з апошніх, калі ёсць пытанні, можна задаваць іх у чаце на Фейсбуку ці ў YouTube. Удзельнікі WorldSkills гэта больш хлопчыкі ці хлопчыкі і дзяўчынкі? Якія пропорции? Здесь в большей степени, конечно, зависит от профессий, да. В конкурсах WorldSkills, скажем так, больше профессий там строительных, промышленных, поэтому чаще в нашей команде больше ребят, но это не значит, что девушки не принимают участие в таких соревнованиях. Вот, девушки больше у нас креативная сфера услуг, да, это все, что связано с творчеством, вот, но поэтому здесь скорее зависит от профессии, хотя есть примеры, когда вот в токарных работах, например, девушка выступала на республиканском конкурсе, кулинарная компетенция, кулинария, которую, в учреждениях образования больше студентов и учащихся девушек, но на конкурсе в основном у нас парни, и республику по кулинарному искусству в основном представляли как раз-таки парни на международных соревнованиях. Ресторанный сервис тоже, она такая компетенция, где и парни, и девушки участвуют, да. То есть, конечно, в швеях больше девушек, хотя есть тоже, опять же, парни. То есть они
они сейчас границы, ну, как бы размыты в этом отношении, и нельзя сказать, что какая-то специальность, ну, по гендерному признаку только мужская или женская. Нет, сейчас есть и девушки и в промышленной сфере, да, и в автосервисе, есть парни парикмахеры, дизайнеры, і ми їх, ну, как бы знаємо. А як ви лічыце, у школе тэхналогію трэба зараз выкладаць аднолькава для хлопчыкаў і дзяўчынак, ці я думаю, что больш інтэлектуалізаваны, здаецца? И мне кажется, вот технологии, вот вообще вот это, да, труды, как когда я училась, назывались труды. Вот. Мне кажется, можно делать спецификацию на девушек и парней. Все-таки это прививает не только, ну, как бы профессиональную нотку, да, но и такую психологическую идентификацию с ролью девушки, женщины, с ролью мужчины. Это важно в этом возрасте, то есть в школьном возрасте. Поэтому, ну, наверное, какое-то гендерное воспитание тоже должно быть, да, и этому способствует. Но показывать и ребятам, и девушкам разные профессии, то есть как бы впускать девушек к станкам, а ребят на кухню, я считаю, что это нужно, потому что они порой такое вытворяют там, ну, то есть ребята, которые в профшколе ну, на кулинара учатся, да, на повара, они, ну, шедевры потом творят. У нас каждый год, ну, вот несколько лет проходил кулинарное шоу в рамках республиканской выставки Хорика. То есть это сфера ресторанного сервиса, гостиничного бизнеса. И вот в рамках мероприятия есть кулинарное шоу. И там в основном как раз-таки учреждение образования парней направляют тоже, там не какие-то креативные блюда, они готовят, у них прям очень хорошо это получается. Поэтому я думаю, что в школе надо мальчишкам давать возможность, ну, готовить, шить, а девочкам давать возможность посмотреть, ну, условно мужские, да, классические там профессии. У нас это как-то можно найти там таланты и можно увлечь этим. Дзякуй. Яшчэ апошняе пытанне, дзе можна пазнаёміцца з публікацыяй пра форсайт-даследаванне? Есть на сайте WorldSkills.ru, потому что это была инициатива российской команды WorldSkills, вы можете найти, либо по запросу «Навыки будущего. Новая надежда». Вам выдаст. Эта публикация буквально свежая, в феврале была на русском языке опубликована, в декабре на английском языке. Поэтому найдете. Либо обращайтесь к нам, подскажу ссылку. Наталя, дзякуй вялікі за размову. Вельмі цікавы позірк на прафесійную адукацыю, якая часто застаецца па-за межамі ўвагі. Дзякуй за сустрэчу. Большое спасибо. Очень рада этому приглашению и очень рады вообще возможности общаться с аудиторией, которую, ну, редко встречаем в профессиональной сейчас жизни. Спасибо большое. Дякую.